Здравствуйте, рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. В России появится новая выплата для семей с двумя и более детьми. С 1 января 2026 года в России появится ежегодная семейная выплата для граждан, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 в случае обучения по очной форме. Соответствующий документ в 2024 году подписал президент России Владимир Путин. Выплата будет предоставляться каждому из работающих родителей, усыновителей, опекунов, попечителей при условии, что они являются налоговыми резидентами России. С их доходов уплачен НДФЛ, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Получатели выплаты не должны иметь задолженности по алиментам. Размер выплаты, порядок ее расчета и процедура обращения за ней и учитываемое имущество определит правительство. Средства будут передаваться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования из федерального бюджета. 3 сентября вводится обновленный ГОСТ для школьной формы. Это не значит, что ребята станут ходить в одинаковой одежде. Просто теперь родителям будет проще подобрать детям качественные вещи. На их этикетке будет прописан ГОСТ R71582-2024. Ваш ребенок не обязан носить одежду, изготовленную по ГОСТ. Стандарт носит рекомендательный характер, служит ориентиром при выборе формы и гарантирует ее качество. При этом вся одежда, которая продается в стране, проходит оценку на соответствие требованиям техническому регламенту Таможенного союза. Основные требования к школьной форме по ГОСТу пошиты из безопасных дышащих тканей, которые хорошо впитывают влагу, материал прочный, долговечный, не линяет, комфортный покрой, функциональная фурнитура без острых кромок, выполнена в деловом стиле. На форме могут быть эмблема школы, нашивки или другие отличительные элементы, а также государственная и патриотическая символика. Требования к внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия школы могут устанавливать сами, учитывая при этом мнение ребят и их родителей. Имейте в виду, требования не распространяются на спортивную одежду и обувь. С 2026 года россиянам запретят брать более одного займа в МФО. Запрет на выдачу гражданам более одного займа на руки в микрофинансовых организациях введут в 2026 году. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно инициативе, если у заемщика уже есть непогашенный долг в МФО, то новое ссуда ему не будет выдано. Также с 2026 года при оформлении займа введут период охлаждения на 3 календарных дня. Максимальный уровень переплаты снизится со 130 до 100% от суммы основного долга. Как пояснили в пресс-службе Банка России, в расчет переплаты включается сам долг, проценты, комиссии, пени и штрафы. В настоящее время ограничения действуют для каждого договора отдельно, что позволяет при переоформлении займа обнулять отсчет и начислять проценты повторно. По словам регулятора, это приводит к долговой спирали, когда задолженность может многократно повысить первоначальную сумму. Как сейчас нередко происходит, человек берет в МФО 10 тысяч рублей на месяц, не успевает погасить, и МФО предлагает ему деньги на погашение долга, плюс новый займ, затем еще один и еще один. И человек в кабале, отметили в Центробанке. Предложения Центробанка уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены в весеннюю сессию, подчеркнул Аксаков. Несмотря на критику со стороны участников рынка, власти поддержали инициативу для борьбы с черными кредиторами, планируется ужесточить регулирование в этой сфере. В России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp. Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp принимаются в России. Иных ограничений их функционала не вводится, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Информируем, что для противодействия преступниками в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционал не вводит, сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направляющиеся требования о принятии мер противодействия владельцев мессенджеров проигнорированы. В Роскомнадзоре также напомнили, что с 2024 года в России работает система антифрод, обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобных звонков практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечить безопасность российских пользователей и общества.
В Госдуме призвали снизить стоимость проезда по трассам на курорты для семей с детьми. Депутаты от фракции «Новые люди» Амир Хамитов, Владимир Плякин и Анатолий Ткачев направили письмо на имя министра транспорта России Андрея Никитина с предложением снизить на 30% стоимость проезда по платным дорогам курортным регионам в летний период для семей с детьми. Как отмечается в письме, автомобильный туризм является одним из ключевых факторов развития внутреннего туризма в России. Однако, отмечают депутаты, для многих семей доступность такого отдыха оказывается под угрозой из-за роста стоимости проезда по платным федеральным трассам. Так, цена проезда по ключевому южному маршруту трассе М4 Дон с 22 по 25 год выросла более чем вдвое, достигнув 5620 рублей в одну сторону в выходные и праздничные дни. Если учесть обратный путь, общая стоимость стоит 11240. Партия «Новые люди» предлагает разработать и внедрить механизм сезонного снижения тарифов на проезд по платным федеральным трассам, ведущим к курортным регионам. Представляется целесообразным установить на летний период июнь-август скидку в размере 30% на проезд по трассам М4 Дон и А289 Краснодар-Крымский мост для семей хотя бы с одним ребенком, говорится в документе. Госдума прорабатывает запрет лицам с судимостью работать курьерами. Госдума прорабатывает несколько законодательных инициатив о запрете курьерской деятельности лицам с судимостью за определенные преступления, а также об усилении административной ответственности за доставку продуктов без медицинской книжки. Как написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАКС, депутаты работают над несколькими инициативами, среди которых он упомянул запрет на работу курьерами тем, у кого есть судимость за определенные преступления, а также повышение административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки. Он отметил, что власти Петербурга решили запретить мигрантам работать курьерами. Подобные меры ранее ввели в отношении водителей такси. По словам Вячеслава Володина, запрет на работу курьерами в различном виде для работающих по патентам иностранных граждан установили в 32 субъектов Российской Федерации. Он также подчеркнул, что регионы России имеют право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знания правил общественного поведения. Новый порядок медосвидетельствования. Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, вступит в силу с 1 сентября и будет содержать ряд нововведений. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, глобальных перемен в проведении процедуры не произошло, но можно отметить важные изменения. Так, увеличился интервал между двумя продувами алкотестером. Раньше он составлял 15-20 минут, с 1 сентября будет 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ, в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. А если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь. Среди других новшеств в направлении на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Кроме того, после проведения исследований медорганизация должна будет обеспечить хранение биоматериалов в течение 3 месяцев с момента оформления справки о полученных масс-спектров на электронных носителях в течение 5 лет. Введение нового порядка направлено на приведение процедур медосвидетельствования на опьянение в соответствии с современными стандартами. Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке. Напомним, что в соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ водителя, отказавшегося пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, ждет штраф 45 тысяч рублей, лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Как считает Евгений Машаров, ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики – это серьезный шаг к повышению безопасности на дорогах России. В 2025 году расширилась возможность по возмещению затрат на оснащение рабочих мест для инвалидов. Получение возмещения до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места для работников с инвалидностью 1 и 2 группы, а также ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, теперь можно через Социальный фонд России. За счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели могут компенсировать расходы на приобретение оборудования, специализированной мебели, их монтаж и установку в целях создания необходимых условий для работника с инвалидностью. При этом оснастить рабочее пространство можно и по месту проживания работника, если он выполняет должностные обязанности на дому.
Субсидия предоставляется по результатам проводимого социальным фондом отбора на основании сведений, полученных от органов службы занятости о работодателях, трудоустроивших граждан с инвалидностью. Трудоустройство людей с инвалидностью не просто социальная ответственность, но и вклад в развитие инклюзивного общества. Предоставляя равные возможности, работодатель получает мотивированных сотрудников, а государство снижает уровень безработицы среди уязвимых категорий граждан. Также Минтруд Республики Коми традиционно обеспечивает расходы при трудоустройстве инвалидов первой, второй группы и третьей группы из числа участников СВО. С 2025 года сумма субсидий существенно увеличилась. Ее предельный размер теперь составляет 200 тысяч рублей. На эти средства работодатель может оборудовать рабочее место для инвалидов и обеспечить доступность инфраструктуры. Кроме того, работодатель может за счет республиканского бюджета компенсировать до 240 тысяч рублей на организацию наставничества для трудоустроенных инвалидов и выплату заработной платы работников с инвалидностью. По поручению Ростислава Гольдштейна в Коми усилят меры антитеррористической защищенности. Руководитель региона дал ряд соответствующих поручений по итогам проведения планового совместного заседания антитеррористической комиссии в Республике Коми и оперативного штаба в Республике Коми. На заседании были рассмотрены вопросы профилактики актов терроризма и обеспечения общественной безопасности. Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что для обеспечения безопасности жителей республики и бесперебойной работы предприятий будут предприняты все необходимые меры и в воздухе, и на земле. Представители Управления Федеральной службы безопасности России, МВД, Управления Росгвардии, Главного управления МЧС России по Республике Коми доложили о принимаемых мерах по недопущению диверсионно-террористических актов на территории Коми, а также обеспечению готовности к ликвидации последствий в случае их совершения. 1 сентября отделение соцфонда по Коми начнет выплачивать беременным студенткам пособия в повышенном размере. Выплата будет предоставляться студенткам очной формы обучения на платной или бесплатной основе в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Сейчас пособие обучающимся беременным женщинам выплачивается по месту учебы в размере стипендии за 140 дней больничного листа. С 1 сентября эта мера поддержки будет передана региональным отделениям соцфонда, а размер пособия не будет зависеть от стипендии. С нового учебного года пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. В Республике Коми в 2025 году его размер составлял 20 894 рубля для южной климатической зоны и 25 852 рубля для северной. Таким образом, для студенток, ожидающих малыша, сумма за 140 дней отпуска по беременности и родам в Коми составит не менее 97,5 тысяч рублей. Подать заявление на выплату можно будет в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам через портал Госуслуги в клиентской службе отделения социального фонда по Республике Коми или в МФЦ. К заявлению необходимо предоставить лично в клиентскую службу в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие очную форму обучения и справку о периоде нетрудоспособности. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Важно! Назначение выплаты пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным студенткам до 1 сентября 2025 года, осуществляется соответствующими образовательными организациями. В Интинском районе активно ведется заготовка кормов на зиму. 2 работающих на территории Инты отраслевых предприятия планируют заготовить 360 тонн грубых и 1210 тонн сочных кормов. Сельхозорганизации занимаются разведением крупного рогатого скота холмогорской породы. Поголовье составляет более 280 голов, в том числе 162 коровы. Агрокомплекс Инта Приполярный имеет статус генофондное хозяйство по произведению крупного рогатого скота холмогорской породы ПХ-1 печорского типа. Здесь создан скот обильно-молочного типа, выносливый, хорошо приспособленный к местным климатическим условиям, реагирующий на хорошее кормление и улучшенное содержание. На молочно-товарной ферме содержится до 230 голов крупного рогатого скота, поэтому, учитывая большую потребность в кормах, на полях ведется механизированная уборка трав с использованием специализированной техники. Она сейчас работает на самых отдаленных сенокосных участках. С сентября механизаторы предприятия приступят к силосованию сеянных однолетних трав. В ООО «Петрунская» скот пока находится на выпасах. Рабочие занимаются заготовкой кормов. Используются, как раньше, конные грабли и обыкновенные вилы. Они просты по конструкции и удобны в эксплуатации. На уборке естественных трав работает бригада из 6 человек. Заготовители надеются справиться с плановыми показателями, так как уже заготовлено 70% собственных кормов.
А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Можно ли на личном автотранспорте посетить территорию национального парка Юг-2? Чтобы проехать в парк на своем транспорте, надо предоставить документы. Паспорт, также первая, вторая страница и прописка, и удостоверяющие документы на машину. Права, документы на транспортное средство. Если вы едете до переправы, то должен быть автомобиль, может проехать легковой автомобиль, такой как УАЗик, буханка. Если же вы пересекаете переправу по реке Кажим, то это машина категории С. Когда пройдет Ночь кино? 23 августа наш кинозал присоединяется к всероссийской акции «Ночь кино». Это уже 10-я акция. В ее рамках будут показаны 3 фильма. Первый фильм – это «Волшебник изумрудного города», начнется в 16:05. Всем известный сюжет, детский, хороший фильм, замечательный. Ходил я несколько раз туда, очень понравилось. Второй фильм – это фильм про Александра Пушкина «Пророк». Начнется он в 18:05. Такой биографический, в новом прочтении фильм про Пушкина. И в 20:40 будет еще один фильм, называется «Группа крови», про концлагеря детские, в которых держали детей, и они выступали в качестве доноров для немецких солдат. Такая вот, историческая картина. Ждем всех, вход свободный, приходите, мы ежегодно проводим эту акцию. Приходит очень много людей, надеемся, в этом году будет столько же и даже больше. Как взять ребенка в семью? Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. В случае, если по каким-то причинам ребенок остался без попечения родителей, этот ребенок может быть передан под опеку или попечительство. Над детьми, не достигшими возраста 14 лет, устанавливается опека. Попечительство устанавливается в отношении детей в возрасте от 14 до 18 лет. Для того, чтобы оформить опеку, нужно прийти, конечно, в отдел по опеке и попечительству администрации МОНТА. Граждане обращаются в отдел за перечнем документов. Если это посторонние граждане, не имеющие близкородственную связь в отношении ребенка, оставшегося без попечения родителей, то они должны пройти школу приемных родителей. Она базируется в учреждении социальной защиты населения города Инты, который расположен по адресу город Инта, улица Куратова, дом 66. Обучение проходит бесплатно, то есть граждане должны написать заявление, и далее они уже там проходят школу приемных родителей, психологическое обследование. По результатам им выдается свидетельство о прохождении обучения, а также психолого-педагогическое заключение. Далее граждане проходят медосмотр, собирают необходимые справки. Это справка об отсутствии судимости, документы, подтверждающие право пользования или собственности жилым помещением, справку о заработной плате за последние 12 месяцев и иные документы. Все эти документы указаны в перечне, которые специалисты органа опеки и попечительства предоставят гражданам. По результатам сбора всех документов граждане обращаются в отдел опеки и пишут заявление о возможности быть опекуном. Проводится обследование жилищно-бытовых условий граждан, и по результатам проверки всех документов выдается заключение о возможности быть опекуном или попечителем несовершеннолетнего ребенка. Опекунами может быть как семейная пара, также это одинокий гражданин, то есть никаких противопоказаний в этом случае нет. Любой гражданин при определенных обстоятельствах может быть опекуном, попечителем несовершеннолетнего ребенка. Все эти документы, которые предоставят граждане при обращении в органы опеки и попечительства, будут тщательно проверяться, и будет вынесено заключение о целесообразности оформления граждан как кандидатов в опекуны или в попечители. На территории города Инты отсутствуют организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Есть российский сайт, который называется усыновите.ру. На данном сайте
Можно посмотреть детей, которые остались без попечения родителей, или детей-сирот. И там есть определенные категории, возрастные категории, затем это пол, женский или мужской, наличие отсутствия братьев-сестер у этого ребенка. И указан номер телефона регионального оператора в отношении данного ребенка, который ведет учет этого ребенка. При необходимости и возникновении вопросов можно по данному номеру телефона позвонить и выяснить, можно ли оформить опеку над ребенком, оставшимся без попечения родителей. Как оформить самозапрет на кредиты? С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий гражданину самостоятельно с помощью своей учетной записи на портале госуслуг установить самозапрет на кредиты и займы. Самозапрет – это механизм, который позволяет ограничить выдачу кредитов и займов на свое имя. Он поможет защититься от мошенников, которые получают доступ к данным граждан и незаконно оформляют кредиты без их ведома. Самозапрет может быть полным или частичным. Полный – это самозапрет на получение кредитов в кредитных и микрофинансовых организациях при личном посещении через интернет или по телефону. Частичный можно выбрать условия самостоятельно. Первым шагом определяем, в какой организации, кредитной или микрофинансовой. Вторым шагом – способ обращения очно и дистанционно, либо только дистанционно. Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с государственной поддержкой. Самозапрет начинает действовать на следующий день после того дня, когда сведения о нем будут внесены в кредитную историю. Обычно это происходит в день подачи заявления. Снимается он на второй день после внесения информации в кредитную историю. Самозапрет можно устанавливать любое количество раз без ограничений и бесплатно. При желании его можно отменить или установить заново. Установка самозапрета никак не влияет на уже действующие кредиты и займы или кредитные карты. Но оформить новый кредит при наличии самозапрета не получится. До выдачи кредита банк или микрофинансовая организация проверяет, есть ли у человека самозапрет. Если самозапрет установлен, кредит не выдадут. Для отмены самозапрета нужно подать заявление на госуслугах и заверить его усиленной квалифицированной подписью. Она бесплатно оформляется в приложении «Госключ». Без этой подписи снять самозапрет через госуслуги не получится. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!